4 ноября в Якутске открылся Третий республиканский антифашистский форум. Мероприятие, где все перевернуто с ног на голову. Власть, которая оправдывает войну, называет себя борцом с фашизмом. Чиновники, которые поддерживают массовые убийства и террор соседнего государства, рассуждают о некой победе. А фашисты в военной форме с трибун учат молодежь, как противостоять фашизму. Форум организован по распоряжению главы Якутии Айсена Николаева и при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Знаете, вот антифашистский форум – это тоже то мероприятие, которое постепенно уже набирает обороты и становится визитной карточкой нашей республики. 3 дня подряд Якутск станет декорацией для военного спектакля. Россия сильна нами, народами, армией, мною, историей. Мы приветствуем всех наших земляков, участников специальной военной операции. На открытии от имени региональной власти выступил председатель правительства республики Кирилл Бычков. Сегодня у нас 5 образцов трофейной вражеской техники, которая прибыла благодаря усилиям руководства и командования Восточного военного округа на территорию нашей республики. Мы сегодня можем видеть те объекты, с помощью которых наши враги воюют с нашими ребятами. С помощью этой техники они пытаются установить свой порядок в этом мире, свои законы. Но наша техника и этот танк, который символично сегодня отражает подвиг знаменитого танка Алеша, противостоит этой армаде. Вечная слава героям! Вечная слава России! Народ России един! С праздником! Для показного форума за несколько дней специально пригнали колонну трофейной техники ВСУ. Американские, французские, немецкие и украинские бронетранспортеры поставили у исторического парка «Россия. Моя история». Экспозицию обставили как патриотическое шоу, чтобы несовершеннолетние дети и верящие пропаганде пенсионеры фотографировались на фоне орудий смерти. Наши солдаты, они молодцы, они добыли, они, значит, победили. Это же техника врагов же, да? Живучая бронетехника. Мои родственники об этом рассказывают, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. То, что эту технику сложно подбить. И вот я своими глазами вижу, как ее уже взяли, грубо говоря, в плен, как трофей. Школьникам рассказывают, как наши бойцы героически сражаются с мировым злом. В торжествах участвовали 25 военнослужащих, накануне специально вернувшихся с линии фронта, чтобы участвовать в пропаганде. В том числе Z-блогер Альберт Чочинов. Их представили как лучших бойцов Восточного военного округа. Они выступали на митинге, давали интервью, позировали с детьми, будто бы являясь примером мужества и долга. Ведь цель форума проста – закрепить в сознании молодых якутян мысль, что война – это не трагедия, а почетный путь. По словам постоянного представителя Якутии при президенте РФ Андрея Федотова, именно они сражаются за свободу и достоинство всего человечества. Это лучшие бойцы Восточного военного округа, которые отличились в боях и удостоены большого отпуска, присутствия на 3-м антифашистском форуме. Другой участник форума – генерал-лейтенант Роман Греков, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе. Командование Восточного военного округа приняло решение, поддержанное руководством Министерства обороны, о том, чтобы экспозиция, которая развернута сейчас в Якутске, стала символом нашей грядущей победы, символом нашего единства, торжества, отваги и смелости наших воинов. На форуме участвовали так называемые якутские герои России – Александр Колесов, Филипп Евсеев, Николай Евдокимов и Радимир Максимов. Александр Колесов на открытии произнес речь. Сегодня тысячи и тысячи наших храбрых воинов, земляков сражаются на передовой. Открывается выставка хваленой западной техники, с помощью которого враги наши попытались поставить нашу страну на колени. У них ничего не вышло. Организаторы включили в программу форума выставки фронтовых газет, картины участников СВО, концерты и круглые столы о патриотизме. Все под лозунгом «Народ и армия едины». Антифашистского форума, который проходит под девизом «Народ и армия едины»,
объединяющий участников специальной военной операции, представителей ветеранских и молодежных. В программу даже включили посещение Преображенского храма в Якутске, куда бойцы СВО пришли как паломники помолиться за победу. Сегодняшняя власть, прикрываясь дедами, пытается обелиться в глазах молодежи. Они надеются, что достаточно повторять слова «фашизм», «победа» и согнать туда бюджетников и студентов, чтобы оправдать свои преступления. Но смысл слов не изменишь. Фашизм — это культ силы, подавление несогласных, национализм, милитаризм и культ вождя. Все то, что сегодня олицетворяет современная Россия. И неважно, сколько раз они назовут себя антифашистами, никакие выставки техники не смогут стереть понимание: фашизм вернулся не извне, а изнутри.